صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Когда мы открываем книгу любого ученого или же слышим мнение любого мусульманского ученого, то мы понимаем, что любой человек способен, как сказать, то есть правильное, также и ошибиться. То есть любой человек, кроме пророков. То есть исмат – это качество, присущее у ахли сунна, присущее только анбия, только пророкам. Пророки не совершают грехов, а остальные, кто бы ни был, кроме пророков, мы можем ошибаться, так ведь? И доказательством или же весами правильности тех или иных слов для нас является книга Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, и также сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. То есть нашу идеологию или же вообще любое слово мы должны взвешивать на этих весах Корана и сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы понять, ошибается человек или нет. Но появились люди, которые, забыв или являясь невнимательными к этим двум источникам, берут себе во внимание одного человека и следуют только за его мнениями, тем самым меняя его мнение на слова Аллаха и посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Мы понимаем, что слова любого человека, они могут быть ошибочными. Поэтому, если они не соответствуют Корану и Сунне, то мы должны оставить эти слова. И в любом случае возвращаться к этим двум источникам. Но это категория людей, которые возомнили, любят своего шейха, смотрят только на него и воспринимают даже те далили, которые мы приводим, или источники, на которые мы смотрим, смотрят через призму своего шейха. Что сказал их ученый по поводу этого вопроса? Так ведь неправильно? Мы должны в любом случае обратиться к книге Аллаха, субхану ва тааля, и к сунне посланника Аллаха. Любое слово, которое противоречит слову их шейха, они называют бид'a, называют, что эти люди идут за своим нафсом, они ошибаются, это слово мардут, оно отвергается и так далее. Даже обращаясь к словам имама Тахауи, рахимуллах, когда мы читаем акиду имама Тахауия, то или имам Байхаки смотрим, Ибн Хиббан, то смотрят, если его слово соответствует слову шейха, то они его принимают, или же какие-то его слова имама Тахауи они воспринимают через призму слов шейха. Мы понимаем ошибочность этих воззрений, и таким шейхом для многих стал Ибн Таймия. Они смотрят на его слова, про него нельзя говорить плохо. Если вдруг ты сказал плохо, значит ты враг. Про таких людей, которые не следуют его мнениям, говорили, они бид'атчики, они заблудшие, или еще страшнее ахлюн-нар, люди огня, или те, которые попадут в ад, но есть надежда, что у них будет им шафаат, и не останутся они там навечно. Также других людей они называли мушриками, кому-то они говорили помягче, у него есть запах ширка. Когда шейх, которого они очень любят, Ибн Таймия, назвал ашаритов и матуридитов теми, кто привносит новшества, они взяли это слово и без проверок поверили ему. Без проверки, не обращаясь к этим книгам. И вот это самое страшное, это самое странное,
делать умозаключения относительно кого-то или чего-то, не обращаясь к источникам. Вот приведу другой пример. Есть такая книга «Уашиа фи накди акаиди шиа». Эту книгу написал Муса Джаруллах Бегиев. И почему эта книга стала такой известной в опровержении идеологии шиитов? Почему? Потому что он ради этого поехал в те места, где они живут, 7 месяцев ходил вокруг них, общался с их учеными, и все далили, все доказательства он привел из их книг. И поэтому до сих пор им очень трудно отвечать на нее. И в мукаддиме этой книги он говорит, что если вот мы возьмем книги имама Газали и других ученых, которые говорят о шиизме, то на них они давно написали опровержение. Нет, это не наше мнение, мы так не говорим, мы так не думаем, потому что вы на нас наговариваете. Но когда Муса Джаруллах Бегиев взял их книги, достал айбара, предложение из их книг, из их источников, им стало уже сложнее. Так ведь? Вполне логично, изучая что-то, или если ты хочешь быть против кого-то, ты должен изучить его источники. Другой пример, очень простой. Мы изучаем по ханафитскому фикху книгу «Хидая» имама Маргинани. И в этой книге часто для сравнения приводится мнение шафиитского мазхаба. Хоть это книга по ханафитскому мазхабу, иногда приводится мнение шафиитского мазхаба. И вот теперь, если мы будем изучать шафиитский мазхаб по книге ханафитской, по «Хидая», то далеко мы с этим не пойдем, потому что некоторые мнения, они уже устарели или они поменялись, и шафииты этим мнением давно уже не пользуются. Поэтому, если мы хотим изучать шафиитский мазхаб, то, соответственно, нам нужно взять книгу шафиитского мазхаба и изучать ее. Так ведь правильно? Но вот в итоге, когда мы начинаем говорить с ними, то они приводят какие-то наговоры, какие-то мнения, которых нет в наших книгах, такого нет, и мы об этом никогда не говорили, мы так не верим, мы об этом не думаем. Но есть какой-то стереотип вокруг ашаритов и матуридитов, и они за этим двигаются, просто следуя за мнением шейха. И вот что здесь мы хотим? Мы хотим всего лишь две вещи, когда мы собираемся. Во-первых, нам говорят, не делайте фитну, не говорите. То есть говорить о заблудших людях или о заблуждениях – это не фитна, молчать об этом есть настоящая фитна. То есть молчать о заблуждениях – это и есть фитна. То есть мы должны говорить, если есть заблуждение или какая-то ошибка. И вот одно это – нужно всегда обращаться к книгам тем, кто исповедует противоположное мнение. Ты должен знать, смотреть их источники. И второе – в любом разговоре мы должны будем вернуться к источнику, которым для нас является Коран и сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Коран и сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Не просто авторитет. Сказал шейх Ибн Таймия, все, замолчи. Это не разговор. Мы так не должны разговаривать. Мы должны вернуться к Корану и сунне. Правильно ведь? И сейчас мы будем опираться на некоторые источники, когда будем приводить мнение Ибн Таймии. Он часто приводит мнение кого-то в вопросах акиды, не упоминая тех, на кого он ссылается. И это вы увидите. Первый пример, первый вопрос, который мы разберем. Шейх Ибн Таймия отвергал то, что Аллах Субхану ва Тааля в извечности был лишь один. То есть, другими словами, он утверждает, что помимо Аллаха Субхану ва Тааля было другое творение, то есть в Азале. И сейчас я зачитаю. Есть такая книга «Маратибуль Иджма» Ибн Хазма. Каусари говорит об этой книге. Он говорит, что если Ибн Хазм приводит в своей книге какую-то иджму, то он очень хорошо проверил, и это очень авторитетное мнение. И мы знаем, что в шариате у нас есть 4 источника, когда мы изучаем Коран, сунна, иджма также, да, и кияс. Иджма. И вот он собрал в этой книге «Маратибуль Иджма» все те вопросы, на которых мусульманские ученые сошлись, и они на одном мнении. Она называется «Маратибуль Иджма». И вот Ибн Таймия написал книгу «Накду Маратибуль Иджма», как бы в опровержение этой книги, и он добавляет. То есть Ибн Хазм говорит: «Ва анна Аллаха Та'аля лям язаль вахдаху ва ла шей'a гайраху ма'аху». То есть Аллах Субхану ва Тааля в извечности был всегда один, когда он не создал других вещей, никогда не создал ничего, он один в извечности, и нет ничего, и не было ничего рядом с ним, не было ничего помимо него. И вот Ибн Таймия добавляет: «Хадихи ибара», вот этот ибара, это утверждение, «лейсат фи китабиллах», этого нет в книге Аллаха, говорит он. «Валя тунсабу иля расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям», и это не относится к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит он. Дальше он продолжает: «Валя на'риф
هذه العبارة عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. И мы не знаем подобного, мы этого не читали от сахабов, ни от табиинов, ни от мусульман, имамов мусульман, говорит он в своей книге «Накду маратиб аль-иджма». Во-первых, то есть здесь говорится, что этого нет, не говорил никто, этого нет в Коране, это нет в Сунне. То есть для Сунны достаточно имам Бухари. Имам Бухари, рахимулла, и другие приводят достоверно от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что он сказал: «Кан Аллах, валям якун шайя гайраху». Был Аллах, и не было ничего, кроме Него. Был Аллах, и не было ничего, кроме Него. Также мы знаем, что это мнение утверждает иджма. Абсолютное большинство мусульманских ученых стоит на этом и утверждает это мнение. Они опираются на достоверные хадисы, и также иджма становится источником. Теперь я зачитаю некоторые имена ученых, которые говорили о том, что Аллах субхану тааля был и не было ничего. Язид бин Харун – это шейх, один из шейхов имама Ахмада. Он умер в 206 году. Я года называю по хиджре, чтобы вы понимали, что первые 3 века – это те ученые, которые относятся к числу саляфов, праведных предков ученых. Также сам имам Ахмад, имам Кабир, большой великий имам Ахмад бин Мухаммад бин Хамбаль, имам мазхаба Ханбали, умер в 241 году. Дальше, кто об этом говорит? Имам Тирмизи, автор Сунана, умер в 279 году. И он как раз приводит слова Язида бин Харуна. Также Мухаммад бин Джарир Табари, автор тафсира Табари, умер в 310 году. Имам Ибн Хузейма, автор книги Китаб Муснад Сахих, также Китабу Таухид, он умер в 311 году. И в своей книге Таухид он приводит альфаз, такие фразы: «Кан Аллаху аля шей'a гайраху». Был Аллах, и не было ничего помимо Него. Абу Джа'фар Тахауи, рахимуллах, Ибн Хиббан, автор Сахиха, умер в 354 году, Тахауи в 321 году. Аджири, автор книги Шариа, в 360 году. Он приводит в своей книге «Кан Аллаху аля шей'a гайраху». Был Аллах, и не было ничего помимо Него. Факих, известный ханбалитский факих Ибн Батта, Сахиб Ибана, автор книги Ибана, в 387 году он умер. Кады Абу Бакр Мухаммад Таиб Бакиляни, очень много имен. Абу Мансур, имам Абу Мансур Абдул Кахир бин Тахир аль-Багдади, в 429 году умер. То есть очень много великих ученых. Ибн Хазм Андалуси, который написал Мухалля и Маратибуль Иджма', Байхаки, Ибн Абдуль-Бар Андалуси, имам Багауи, имам Асбахани, Кады Абу Бакр, Абу Касим, Ибн Джаузи аль-Хамбали, в Задуль Масир, в своей книге об этом говорится, и так далее. И вот они все были на этом. Хафиз Абдуль-Гани бин Абдуль-Вахид Магдиси аль-Хамбали, он в 600 году умер, он сказал: «Кан Аллаху аля макан». Был Аллах, и не было места, не было понятия макана, места. И он приводит, от него приводит это Хафиз ибн Раджаб в книге Заиль Табакат Ханабиля, в книге, которая рассказывает о хамбалийских ученых, также Хафиз Захаби, Сир Аляму Нубаля и в Тарихуль Ислам, в этих книгах. Также известный хамбалийский факих Ахмад бин Хамдан. Ну вот пришел шейх Ибн Таймия и сказал слово, которое противоречит этой иджме, отверг все эти убеждения, то, что говорят все вот эти ученые, вышел против них и сказал, что этого нет в Коране, этого нет в Сунне, и ни один из имамов, ни один из ученых об этом не говорил. То есть, другими словами, обратите внимание, что он говорит, что кроме Аллаха Субхану Тааля был другой махлюк, то есть какое-то творение, Аллах Субхану Тааля, то есть есть и еще есть что-то в филь-азаль, в извечности. То есть это по-другому называется, он утверждает кидам науи для некоторых махлюков. То есть кидам науи, то есть относительная вечность. То есть постоянно помимо Аллаха Субхану Тааля было что-то, что было вечным. То есть обратите внимание на эту акиду, что это за убеждение. Пусть Аллах Субхану Тааля защитит нас от этого.